ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 11 января, 17:00. Универсальный спортивный комплекс. Первенство России по мини-футболу, 13-й тур высшей лиги. Команда Ухта против нынешнего лидера, московского «Спартака». На трибунах нет свободных мест. Болельщики разделились на два лагеря. Те, кто переживают за местных футболистов, и те, кто пришел в красно-белых шарфах, скандирующие названия и речевки в поддержку гостей. Однако счет открывают местные спортсмены. На первой минуте гол забивает Вадим Максимов. Через 12 минут в ворота соперника попадает еще один мяч. На этот раз от Павла Черенева. Наша команда теряет концентрацию, и спортивная удача поворачивается лицом к гостям. За 1 минуту в ухтинские ворота забивают подряд 2 мяча. Счет сравняли нападающие Вячеслав Владющенков и Сергей Просветов. 2-2. 3 минуты после перерыва, и в наших воротах оказывается мяч от Артема Ниязова. Фортуна явно на стороне «Спартака». Следующие 20 минут болельщики гадают, удастся ли нашим спортсменам сравнять счет с лидерами страны. И они смогли. Павел Гордюков выполняет точный 10-метровый штрафной удар. Мяч в воротах. Счет 3-3. Считаю, что игра получилась, во-первых, для болельщиков очень интересная, зрелищная. Не скажу, что с обилием голов, но с обилием острых моментов. И в целом я считаю, что игра удалась, и что и то, что другой команде. Конечно, немножечко, наверное, не тот результат, на какой мы рассчитывали, но все-таки ничья тоже, добытая с лидером, достойный результат. На следующий день прошла повторная встреча команд Ухта и «Спартак». Александр Фролов точно взвесил сильные и слабые стороны обеих команд и провел удачные рокировки. В результате 7-3 – победа за ухтинцами. После своего триумфа команда Ухта занимает 4-ю строку в турнирной таблице высшей лиги. В среду наши футболисты вновь выйдут на поле. Их соперником станет нижегородская команда «Футбол-хоккей».